Всем добрый день. Мы начинаем наш Артисток, публичная программа «Открытый архив», Артисток с художником Маратом Сагит. Это публичная программа, которая проходит в рамках проекта «Документация». Документация — это цифровой архив о современном искусстве Центральной Азии. И мы очень рады, что вы пришли послушать нас, посмотреть, узнать, чем мы занимаемся, чем занимается Марат. И наша встреча сегодня делится на две части. Первая — мы расскажем, что такое документация, расскажем, что вас ждет в дальнейшем, потому что такие встречи по открытому архиву будут повторяться. И во второй части моя коллега Дамили проведет такое интервью, живую атрибуцию работ с Маратом. Здесь большой слайд с большим количеством текста на нем, но если вкратце, здесь описывается вообще, что такое проект «Документация». Я уже сказала, что это цифровой архив. Официально мы называемся «Цифровая база данных». База данных, потому что у нас очень много документов, очень много информации, и, по сути, мы являемся такой большой базой, справочником информации о современном искусстве Казахстана с датами, именами, названиями. И как раз-таки почему мы начали проводить открытый архив, первую такую публичную встречу, потому что на прошлой неделе мы выложили первые оцифрованные материалы на наш сайт. И это ура, спасибо! Да. И мы вообще хотим благодарить всех причастных, наших нынешних, предыдущих коллег, наших стажеров, потому что это огромная работа. Мы ее начали именно по публикации на сайте. И приглашаем вас тоже потом пройти. В конце будет QR-код. В документации есть очень много архивов. То есть мы их делим на больших два типа. Первый тип — это если к нам попал архив, который уже был кем-то сформирован. То есть его делали не мы, не сейчас, и мы его воспринимаем просто как отдельный уже готовый объект. И работаем с его структурой, с его художниками, с его материалами. Это первый тип коллекций. А второй тип коллекции, когда вот мы, как сегодня, например, позвали Марата и говорим Марату: знаете, мы хотим с вами сделать личную коллекцию с вашими работами и опубликовать это на сайте. И уже работаем с этим. Здесь описаны главные архивы, главные коллекции, которые у нас есть. Это архив Целинного. То есть есть ряд работ, которые мы заказываем, например, для проектов Целинного. Выставки, фестивали, триеннале, экспериментальные вещи. И эти работы идут в этот архив. Там есть видео, перформансы, инсталляции, современные форматы работ. Есть коллекция, которую мы делаем вместе с музеем МУКа в Антверпене. И там очень много работ, там тоже своя структура. Туда входят и скульптуры, и картины, графика, инсталляции, фильм, видеоработы, все, что можно себе представить. Есть, например, также у нас видеоархив Шайзи. То есть обычно наши коллекции, в них очень много форматов. А здесь вот коллекция одного формата. Это видео. Видео художника Шайгельдинова Зиехана. Что еще есть? Еще у нас есть персональные коллекции, как вот я вначале сказала. Например, коллекция художников Воробьевых или коллекция арт-группы «Кызыл трактор» или юной художницы Виолетты Богдановой. То есть это все основные коллекции, над которыми мы работаем. Их еще больше. Постоянно у нас появляются новые договоренности. И мы движемся к тому, чтобы это потихоньку все публиковалось на сайте. А сегодня мы собрались не только чтобы познакомиться с Маратом, но и показать одну из частей нашей работы, потому что цифровой архив, он начинается с поиска. Когда ты находишь какой-то материал, потом ты его оцифровываешь, в нашем случае. Это могут быть тексты, какие-то выставочные материалы, открытки, пригласительные, анонсы, брошюры, плакаты, какие-то описания проектов. Это могут быть фотографии, видео,
в том числе на пленке. Поэтому мы зачастую оцифровываем видеокассеты или фотопленку. Это также могут быть приложения на компьютер. Вот мы пару раз так оцифровали DVD-диски и нашли приложение «Игру», которое создано современными художниками. Там Роман Арефьев и Гаухар Киекбаева, по-моему. Нет, Юлия Левицкая, прошу прощения. Точно, да. Сделали игру «Бешбармак». И это такая классная игра, которую мы обнаружили просто на DVD-диске, на котором не было ничего, ни названия, ни описания, ни бумажки никакой внутри. Но вот такое сокровище нашлось, и оно открывается только на Windows XP. Здесь тоже очень много цифр приведено. Но, наверное, самая главная цифра по этому архиву. Вообще, я не сказала, что этот архив называется «Архив Центра современного искусства фонда Сороса Алматы». Вот. И самая большая цифра по этому архиву — это около 5500 материалов, которые мы оцифровали. То есть это все. Это тексты, опять же, выставочные материалы, всякие изображения. И мы делали эту работу с 21 по 25 год. Вот, Дамили непосредственно заканчивала эту оцифровку в прошлом году. Да. И, наверное, мы начинаем именно с публикации этого архива на нашем сайте. Уже после публикации этого архива пойдут личные коллекции. Я не буду, наверное, вдаваться в какие-то детали того, как мы его нашли. Давайте я просто перейду к тому, из чего он состоит. Это архив Центра современного искусства, и сам Центр современного искусства, вот он существовал около 10 лет. Он сейчас уже не существует, не работает в Казахстане, но от них осталось очень много информации о художниках. Вот так проходила большая часть оцифровки. То есть это довольно-таки такая классическая, банальная картина работы с сканером и потом уже с оцифрованными сканами на компьютере. Но, как вы видите, здесь вот папочки. Именно этот архив Центра современного искусства фонда Сорос хранился вот так по папкам. Для нас сейчас это больше исключение, чем правило, потому что мы сейчас работаем уже с, как правило, фотографиями работ сразу же. Но вот здесь мы начинали с оцифровки. Вот примерно так выглядят папки внутри. Есть тексты, публикации, какие-то пересканы публикаций. Вот пленочные фотографии, видно, как они хранились в конвертиках. Все это мы оцифровывали. После оцифровки получали вот такие классные фотографии. И это прекрасно, потому что фотопленка передает наиболее точно цвет и детали фотографии, в отличие от обычной 10×15 фотки. Дальше все вот эти сканы мы распределяли по папкам, задавали шифры. Как видите, у нас есть там большая структура того, как у нас шифр называется. Это название коллекции, название папки, название категории оцифровки, потом номер материала, номер страницы материала. Это архив. Вот так это все выглядит потом при облачной загрузке. И вот так вот выглядит наша таблица. Часть таблицы, которую мы выводим все описания материалов. И эта таблица огромная, в ней около 50 столбцов. Начинали мы с гораздо более меньшего количества столбцов, но потом поняли, что нет, надо увеличивать. И опять же, вот эти все материалы, 5500 объектов оцифрованных, мы еще и делим на категории. Есть категории биографии, различные биографические материалы, справки о художниках. Бывают иногда свидетельства о рождении, даже попадаются какие-то личные документы. Довольно-таки щепетильная информация иногда. Публикации, всякие статьи, рецензии, иногда это каталоги. Вот в таком виде тоже мы их получаем. В этом архиве Центра современного искусства фонда Сорос очень много было пересканов. То есть когда мы изначально получаем не всю статью целиком, а она уже отсканирована в другом виде, и части текста потеряны, может быть там что-то пересвечено, недосвечено, тоже свои особенности архива. Изображение. Это, кстати, все из папки Марата Сагита, я сейчас показываю. Да, узнаете уже.
А. И события. Например, вот это приглашение, как я понимаю, анонс, плакат, брошюра на выставку Марата Сагита. Archaeology как раз, да? Archaeology KZ. И искусство и археология, как бы, потому что там по следам экспедиции было это. И вот сочетание арт и geology, да, как бы звучит как археологи, да, но это арт-геолог. Вот, и вы видите, уже этот архив оживает. То есть все вот эти мои, на самом деле, слова, цифры, категории, документы, это все не важно, пока мы не встречаемся вот так вот с художником, который это все привносит в жизнь. И на этом моменте я попрошу Дамили и Марата рассказать все-таки об изображениях, о фотографиях работ из, да, я нажала, из архива СТСИ, именно вашей папки. Да, всем добрый день еще раз. Да, получается, важная часть нашей работы — это как раз-таки встреча, знакомство и взаимодействие с художниками, чьи работы мы встречаем в архивах. Вот. И на самом деле, наверное, одна из самых интересных вещей в нашей работе — это то, что, допустим, из архива Центра современного искусства фонда Сорос у нас потом рождаются новые коллекции, которые вот происходят при личной встрече уже с художниками. Да, и то, что вы видите сейчас на экране, это как раз-таки фотографии из личной коллекции вот Марата, которые он нам передал уже после встречи, после знакомства, то, что хранилось у него в фотоальбомах, которые мы потом оцифровали, и тоже в дальнейшем будем публиковать это все у нас на сайте. Вот. Ну а Марат, да, может быть, Марат, вы представитесь, немножко расскажете о себе. Добрый вечер. Меня зовут Марат Сагит. Я художник, наверное, второй генерации или первой, не знаю. Ну, давно, в общем, это с прошлого века. В общем, это вот. И, ну, я занимаюсь инсталляциями, видео. Но в основном, как бы, вот в те времена это было интересно видеопроецирование, видеоарт. Многие вещи, они тогда были вот, как бы, ну вот, мы жили в Советском Союзе, как бы, и информация как бы плохо доходила, да, у нас был свой культурный какой-то вот такой мир, что ли, да, вот живопись была, то есть и в лучшем случае там были такие споры, что это искусство, не искусство, вот почему-то вот, ну вот, где я учился, вот Матисс, это было почему-то не искусство, да, как бы, или там Пикассо, там, Пикассо, да, не искусство. Вот такие были споры, что вот, там кто-то раз и начинал рисовать не академические, да, вот как-то свободно. Вот. И потом вот уже упала стена берлинская, помню, и вот времена... 88 год, это была выставка «Перекресток», по-моему. Ее показывали по Москве, даже вот эта вот утренняя передача, 120 секунд, что ли, там сколько, где вот это было понятие такое underground, то есть это такие художники, как Шазия, Трякин, Бухаров, там, может, я еще... Они меня простят, я просто не... Айвар Тазиев был. Это как бы наш был, как сказать, Сальвадор Дали, как бы такой. Он использовал такие смелые вещи, как там штаны приклеивал, да, вот к холсту, да, там нарисовал. Ну, но это все считалось как бы как полуподпольное, чего-то, да, их нигде нельзя было представить на какой-то выставке очередной, да, вот к съезду какому-то там, к дате, да, какой-то революции там или что-то. Ну вот на официальных выставках они не участвовали, то есть не выставлялись. А тут вот это было пересечение Жамбыла, как там, ну где ЦДХ сейчас находится, центральный выставочный. Вот. И там была такая, как блокбастер такой, да, выставка, там Рапопорт был,
Вот такие вот художники. И как бы с тех времен мы вот это был живопись. И вот наступило новое время, да, и как шквал такой, да, информации пошел. То есть вот сразу вот эти фонды появились, вот это все, что есть, как бы понятие куратор появилось, да, вот. Сейчас это, как бы само собой все воспринимается, да, вот. Тогда это, такое время было, да, вот конец 80-х, начало 90-х был очень сильный такой подъем, культурный, эмоциональный, вот, или, я не знаю, или я постарела, мне кажется, тогда было интересно. Было ощущение чуда, да, вот, что вот, вот как-то по восприятию, или просто моложе были тогда. Давайте как раз, Марат, перейдем тогда хотим, чтобы вы рассказали про свои работы. Конкретно мы бы хотели услышать вот о 3 работах, тоже все разных периодов. И вот как раз-таки период, о котором вы говорите, середина 90-х. Да, вы написали картину «Поющие люди», и я знаю, что там была интересная история, связанная с этой работой. Вот, например, эту фотографию конкретно мы нашли в архиве Центра современного искусства фонда Сорос. И вот такой интересный факт — это то, что здесь не хватает нижней половины работы. Можете, пожалуйста, рассказать вот эту вот интересную историю, как это произошло, почему? Эта работа, она была создана в 95 году. Вот, я тогда еще, продолжение то, о чем я начал говорить, вот это новый вот такой мир открылся большой, да, то есть новые идеи всякие были, и было много проповедников религиозных, то есть я был тогда кришнаитом, то есть капитальным таким. Вот, и при этом я еще, я уже как бы все оставил, как бы этот самый. Я был монахом, как таким языком, да, если говорить, что это. Вот, и это 95-й год, это уже где-то, я уже там очень много там уже побыл. Вот, и это, по-моему, одна из последних моих вот живописных работ. Остальное ничего не сохранилось. Поскольку как бы я был человеком религиозным, да, как бы, отношение к искусству, ко всему немножко другое. То есть ты как бы не просто художник, да, а ты художник, который что-то транслирует, да, вот какие-то, ценности духовные. Там. Вот. И, вот это получилась такая работа, как бы обобщающая, что ли. Я помню, как бы я ее сделал, и мой учитель, как бы он сказал, хватит, все бросай, поехали. Там в Дели они построили большой комплекс на Истов Калаш. Это где Бахайский храм, вот этот лотос. Там возле него как бы центр духовно-культурный, научный. И, кстати, вот художники из СНГ очень ценились. Когда я туда приехал, там у нас были чехи, американцы, там, тоже кришнаиты. Вот, и они не умели рисовать. То есть вот у нас школа рисования еще шла с Петербурга, с Чистяковская, вот это рисунок, да, академический. Там. Конкретно у нас больше было влияние Мухинского училища, да, это вот рисование по плоскостям, такое конструктивное. Вот, то есть это была сильная сторона, то есть это ценились художники, нас называли русскими, всех, как бы, эти сумасшедшие, русские. Вот, мы как бы были очень аскетичны, мы не торговались, ничего там, как бы все делали. И вот этот большой комплекс его надо было расписывать, там вот эти истории. Там было интересно, там были технологии, там были вот эти, как называется это,
троники, когда вот, аниматроники, как бы там в общем, анимируют внутри у них через программу, через компьютер скульптуры движущиеся там, ну, вот, и ну вот когда я уезжал, то есть я поделился с Канатом, мы тогда общались же постоянно, как бы это, и Канат Ибрагимов, основатель Коксерек, то есть это очень яркая личность, как бы мы были с ним друзья со студенческих как бы это времен. То есть я ему просто высказал такую вот идею, что вот как бы художник, ну, он стал приносить идеи с Москвы, да, от Бреннера, от Кулика, там вот эти акционисты, там вот эти страшные какие-то выходки, там, да, что-то, акции такие, самосожжение, чего-то. Я говорю, ну вот художник, это его картина, это сам художник, то есть он, и сжечь картину, это все равно, что вот самого себя сжечь там. То есть, а так можно взять и, ну вот если ты вот, она тебе дорогая, и ты ее жгут, да, тебе же больно. Ну, в знак чего-то там, я говорю, я бы вот ее сжег, да, вот мне. Вот. Но он сказал, это все ерунда, как бы это неинтересно. Ну, и я уехал в Индию, да, как бы, ну, там прошел месяц, два, три, он решил, что я не приеду больше. Вот. И они, оказывается, собрались и с Ерболом Людибековым, да, то есть и они решили сжечь почему-то мою картину, да, как это. То есть они ее подожгли, потом Ханат у нас, ну, она такая большая была, ему было, ну, он потерял терпение ждать, когда она вся сгорит, как бы, или мало было зрителей, не знаю, может, он расстроился, что никто не пришел, и поручил Ерболу, чтобы он проследил, чтобы она сгорела, то есть, а он, и благодаря его безалаберности, да, то есть он потом, он не захотел возиться с ней, да, то есть и она не догорела потом, и, по-моему, Эльмира там была девочка, то есть ей хватило ума, она эти остатки там вот как-то потушила, скрутила, вот, и они лежали у Каната потом, ну пусть лежит, да, как на следующий раз сожгем. Вот, и потом я как бы приехал через год, вот, и здесь уже был 98-й год, уже тоже очень яркие события были в современном искусстве. То есть, ну вот эта вот работа осталась. Вот, и я недавно вот как бы смотрел YouTube, там про аукционы, почему какие-то вещи дорого стоят, какие-то мало стоят. Вот Энди Уорхола, у него была целая фабрика, да, он же вот апроприациями, да, вот эти, много работы, и они не так дорого, потому что много их. И есть коллекция 4 картины Мэрилин Монро, она стоит дорого. Она называется «Шутинг Мэрилин», то есть простреленная Мэрилин. То есть и как бы история такая, что пришла одна вот художница или кто там, феминистка, она говорит, можно я это постреляю? А он воспринял, что фотографирую, да, то есть она достает этот револьвер, да, и расстреливает эти картины. Вот. Он даже не понял, что это же новый, ну, она обретает новый статус, да, новая такая вещь. Он даже ее замазывал, сам заделал. И вот эти работы стоят сейчас дорого очень, в сравнении потому что там у них вот следы от пуль есть, как бы это. Вот, и я просто подумал, у меня теперь есть картина, сожженная, да, как бы картина, то есть, и как бы, ее сжег никто попал, ее сжег Ханат Ибрагимов, да, и сейчас меня, кстати, вы вот сказали, я про нее вспомнил, я стал ее искать, то есть, где она, то есть, ее нигде нет, и у меня целое расследование вот это, я сейчас нащупал место, где она лежит, то есть 90% я уверен, что она лежит там, я ее найду. Ну, вот такая история. Ну, эта вещь, она уже с историей, да, то есть ну, она особая, да, получается. Допустим, вот есть как бы машина, да, вот если на этой машине ездил мой отец, да, как бы «Жигули», да, то есть она мне будет дороже, чем вот моя Мазда, да, как бы.
навороченная, то, что с историей вещи. Ну, вот такие дела. Там, говорите, да, нашли нижнюю часть, да, какую-то? Да, 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 все верно. Вот очень такой интересный момент взаимодействия разных коллекций в архиве, потому что вот эти вот нижние фотографии, которые вы сейчас видите, мы как раз-таки нашли уже в личных фотоальбомах Марата и ну, поняли, что это как раз-таки те недостающие кусочки работы «Поющие люди». И было интересно немного как бы ну, вернуть кусочки на свои места, вот, предположить, где они должны были быть изначально. Вот, да, и тоже очень интересно, Марат, слышать, что наша с вами встреча вызвала у вас интерес снова к этой работе, вы решили ее начать искать, потому что мы сами в нашей работе очень часто являемся такими сыщицами, расследовательницами. Да, вот. Очень интересно, как архив может вызывать вот такие вот новые вопросы, да, какие-то взаимодействия между коллекциями. Спасибо большое, что Вот поделились. это, видимо, ну, вот эти альбомы, я же вам пачкой дал, я даже их не смотрел. Это, видимо, когда она была целая еще, его работа. Я ее вот на мыльницу сфотографировал, как бы. Да, ну вот благодаря вам, как бы вот это все так здорово вышло. Да. Да, давайте, наверное, перейдем к следующей работе, которую мы хотели бы с вами обсудить. Да, это работа «Три эпохи Казахстана» 2002 года. Да. Марат, расскажите, пожалуйста, вы делали эту работу для определенного выставочного проекта. Можете, пожалуйста, поделиться процессом создания? Это был проект СЦСИ, где вот Валерия Ибраева там работала. Это был такой, не знаю, кто это придумал. Ну, я помню, что были кураторы с Москвы, 2 женщины или 3, не знаю сколько. И они придумали такую идею, что, ну, вот как бы современное искусство с инсталляциями, с этими всеми, оно как-то было как бы противовес ну, Алмате, да, вот всем как бы мы, я не знаю почему, но вот как будто вот что-то подчеркивали свою отчужденность, что вот мы таким, ну, некоторые, я просто уже был в секте, да, я знал, что вот это элементы сектантства такие, да, что мы лучше, да, мы продвинутые. Так, кстати, слово «продвинутый», она от кришнаитов прошла. Вот, продвинутый, преданный, там, ну, как бы вот это все. Вот, и был такой проект, что придумать, вот сейчас есть такое понятие креативной индустрии, то есть что-то художественное, высокохудожественное, но которое в среду, в живую среду как бы интегрируется. И вот была вот такая вот идея, что придумать сувенир для Казахстана, чтобы это можно было произвести, как бы вот, чтобы это можно делать. Вот. И это было на Старой площади, на Новой площади. Сейчас, не знаю, она есть, нет. Галерея была трибуна. Это Асель Асербекова, по-моему, директор была. Ну, небольшое пространство, но там вот, короче, это был объявлен тогда уже был интернет, объявлен конкурс открытый, то есть любой человек, не обязательно, чтобы он был как бы прям контемпори художник, то есть любой человек мог подать туда заявку. Ну, вот я как бы вот честно подал заявку, как бы сделал. Ну, я открыл тогда, у меня как бы я умудрился купить квартиру. Ну, тогда квартиры стоили дешево очень, потому что можно было купить прямо. Просто денег не было, да, как-то. Вот, и я ее купил, но у меня денег вообще не стало. Ну, как бы, и я думаю, ну, тут как бы с материалом проблема, да, чтобы что-то делать. Вот, это было первый раз, когда у меня была своя квартира,
То есть я жил-то в храме, как бы, у меня ничего своего не было, да, и там надо было платить коммунальные, надо платить эти квитанции. И я всегда их терял, эти квитанции. Ну, вот. И однажды я постирал квитанцию в рубашке, как бы, ну. И когда я достал, вот это была как бы каша бумажная. И у меня потом просто мозг так вот заработал. Я сначала туда плюнул, у него получилась такая масса, да, пульпа, как бы это. Потом думал, а если ПВА добавить туда, да, как, ну. И вот и так дун-дун-дун-дун-дун, потом придумал дешевый способ, как бы это все делать. То есть глину можно достать. То есть это как бы оттиск от глины, да, он снимается, потом склеивается. Так, и как бы вот я просто игрался, делал какие-то вещи, там, думаю, бал-бал сделаю, да, как, куда-нибудь на киностудию, куда-нибудь пригодится там. Вот, и тогда вот мы уже, как это было, какой-то период прошел с независимого Казахстана. То есть у нас жили плохо, бомжей много было на улице. Ну, тяжело. На улице продавали люди, вот эти прожили 90-е. И появились мысли вот обратно в СССР. Как бы, потому что мы привыкли жить, когда тебе дают работу, дают все, как бы вот, и вот у людей есть эта тяга. Вот. Мне это не нравилась идея, как бы, что вот это. И изначально эта работа называлась «Обратно в СССР». Как бы. Да, то есть и здесь мы видим, что вот был вот это архаический, собственно, да, такой вот бал-бал, да, потом был вот советский, это такой вот человек. У нас же космос, как мы же родина космоса. Ну вот он в шлеме, как бы, и в то же время у него есть фуфайка, да, вот это карлаковская, то есть вот эти лагеря, вот это все, как бы это. И сейчас, то время, да, появилась сотовая связь, да, вот символы, да, была это Nokia, конкретная модель, это вот знаменитая, вот неубиваемая модель Nokia. Вот. Ну и как бы вот они вот одна из другой выходит, да, как бы это. И это получилось начало нового проекта, вот, археологизм. То есть я представил, что как бы вот у вас в голове машина времени, и вы как бы переносите, что вот это наша современность, да, это уже глубокая, фиг знает, древность, да, какая-то вот. И вот это раскопают, да, как бы, вот это все будет восприниматься, да, это что-то. То есть как бы представить, что мы уже умерли, да, вот что вот, то есть, как бы мой религиозный опыт там постоянно, вот, ты умрешь, да, вот твое тело умрет, да, как бы успокойся, да, вот, дальше думай о чем-то другом, да, вот, и вот как бы вот, что вот это раскопают и будут изучать, что вот были такие вот какие-то вот времена, наверное, там. Вот, и потом появился проект Archaeology после этого. Вот здесь, который справа работает, это уже переделанное. То есть у него появился уже экран светящийся. Здесь вот тогда еще его не было, как бы, ничего такого. Просто были как бы пиксели. Тогда были экраны такие крупнопиксельные, да. Вот. Вот такая работа. Я ее, кстати, она стоит дома. То есть ее иногда берут куда-то там, смотрят. Тут тоже вот такая вещь, которую ты как бы не хочешь продавать, как бы отдавать. Вот стоит и стоит, тем более она компактная, да, ее можно как бы сложить. Если я правильно помню, эту работу вы выставляли на вашей персональной выставке в музее Костеева, верно? Да. Да. 2005 год. Как получилось? Был этот проект с ЦСИ, Соросовский, да, там культурный, Culture Link, там вот культурные связи вот эти. Вот, начали за это взять. Там обязательно надо привлекать художников из других стран, и они должны что-то общее делать. Взяли за это вот Елена Флях, Новосибирск, Назанский,
по-моему, дружно. Вот они взялись это прорабатывать, почти все прописали, как бы, ну, вот там идея в том, что все собираются и едут от Кыргызстана и едут по каким-то культурным местам через Казахстан, потом Новосибирск, потом вот эти Саяны, да, вот это Абакан, потом вниз на Алтай, там много, с тюркскими местами, да, вот, что, вот. И вплоть до Байкала, до Улан-Удэ, да, ну, там не совсем тюркские, но кочевники, да, как можно сказать. И вот мы колесили вот 40 дней, короче, там уже, как говорится, зафрахтованные уже ли были, за проплаченные союзы художников ждали. И нас куда-то везли, там показывали. И, ну, как бы мы съездили, и все, потом как бы ничего не было. Потом, этим занимались, потом из Гульнара Космалиева занималась. Им передали, они свозили. Ну, как бы ничего такого не было после этого. Вот. Но для меня вот эта выставка, вот, как говорится, на твоем жизненном пути кто-то появляется, да, и кто-то оставляет тебе какой-то след такой сильный или помогает тебе вот что-то совершить. То есть ты вот с Канатом Ибрагимовым, то есть я с ним не дружу сейчас, как бы, нет, но я ему благодарен, то есть за всю эту тусовку, за все вот это. Вспоминаю, ну, какие-то терки, они уходят на второй план, да, как остается вот это. Но в Соросе тоже не особо я так это там продвинулся, да, как бы, ну. У меня было всего 2 таких проекта. В Одессу я ездил с видеоартом, и вот эта сибирская ссылка, да. По-моему, меня никто особенно не рвался туда. Вот, но вот когда я был вот с Минусинской котловине, где вот это Абакан, у меня что-то произошло, короче. Там такие места чумовые, вот эти там тысячелетние местами, там приходили люди и колотили что-то. И об эту гору разбилось 2 самолета. Ну, и мне было сколько, 30 с хвостиком, да, лет. Ну, и это же как бы языческое, да, что-то такое там. Ну, вот, и я немножко с пренебрежением так относился. И ночью к палатке, когда... А там эти говорили, не оскорбляйте, там ничего не... И вот как будто кто-то мою палатку трес прям, ну вот. Ну, это, ну, честное слово, да, вот прям. Я потом говорю, я извиняюсь, я больше так не буду, да, и что-то во мне поменялось, как бы. И с тех пор у меня все проекты, они вот такие шаманские. То есть это не из-за моды, не из-за того, что вот нам это продукт, который мы можем продавать, да, на рынке. То есть это то, что вот у меня прям зашло. Вот. И потом уже я самостоятельно делал вот этот проект, там 20 с чем-то работ. Я же тогда жил вот в этой квартирке, да, это все в одной маленькой квартире это все делалось. Потом мне даже негде было жить еще. Я как бы еще женился, да, как бы мы где-то полгода ходили просто между вот. И человек, который взялся проспонсировать выставку, да, как бы он спрыгнул. Как бы. Ну, мы же люди, да, человеческие. То есть вот я пошел в Сорос, мне тоже ничего не... Я говорю, это ваш проект, это я сделал, да, я ничего, вот, сам его сделал, все то, что нужно было проплатить. Вот. И потом я просто пошел, вот, нашел друга, который работал у Бахыта Кайрбекова, Гафу, да, так называемый, этот студия. Вот. А они сняли как раз проект «Девятая территория мира». То есть там Нарымбетов Молдогул участвовал. Вот. И они хотели вот эту документалку, вот эту на 9 серий, они хотели в пресс-клубе презентовать на полчаса, да, там сколько, и заплатить $400. То есть я к нему пришел, говорю, так и так, я тоже ездил в экспедицию, то есть и вы ездили, да, то есть, вот, и вы хотите $400 за час, да, а я вам предлагаю $1000 за месяц.
это разница, да, там, и я сделаю вам проектор такой, то есть, и там буду приходить и крутить ваш сериал, каждый день буду приходить, тем более там все про исторические вот эти места, все это. Вот, потом еще добавился туда Постников, вот этот известный вот фотограф, да, он в кино. Большие такие вот ландшафтные фотографии, как бы, и все это совместили, сделали, то есть, ну, то есть я не платил ничего. И вот такое еще, вот чем особенность, вот целиком contemporary art, персоналка одного, получается, человека, в периодике, по-моему, до этого не было. То есть это была конкретная такая вот персоналка на всю отдел, этот зал периодики. Вот. И я сделал такую как бы арбу, инсталляцию, да, на ходу уже там, потом уже я разошелся, да, все там, и как парус у него был этот экран, сделали проектор, ну, где-то в фотографиях это есть. Ну вот, такое дело. Вот. И вот благодаря вот этой поездке одной, да, как вот, и потом сейчас у меня перешло это как бы в графику, вот этот, ну вот, экспрессивную, да, вот после этого, да, вот. Ну вот мне почему-то сейчас прилепилось, что я скульптор, да, но скульптор я как бы случайно, да, я скульптуру выставил на фестивале, да, и скульптор. Ну сейчас, допустим, я мультипликатор, то есть аниматор. Вот. И, ну вот год назад вы как вот меня нашли, получается, в апреле, да, или в мае месяце. Вот. И ну, как бы я сразу вот это мне все всплыло, как бы сейчас есть свои, хватает проблем, да, вот все вот это вот. Вот. А тут ты вот, ну, как бы вот, ну, видимо, время пришло, да, вот, и просто это хорошая у вас затея, вот этот, то есть у нас много вот, чего у художников лежит. Как бы не все же художники, которые умеют как вот активно коммунифицироваться, это в современном, ну не все вот это воспринимают, да, они классические художники, они знают, что их дело творить, да, то есть не поститься там, да, то есть вот, ну, как бы ценно, чтобы были люди, которые возьмут тебя не потому, что ты что-то им сделал, то есть, или не потому, что ты к ним лоялен, да, то есть, ну, допустим, Ханат ко мне не лоялен, да, то есть абсолютно, то есть, но я всегда его защищаю, потому что он свой внес вклад определенный, да. То же самое художники, их надо, ну, вот, как бы вот в этой стране, вот на этой земле, да, вот, если есть люди, которые будут немножко легистами, да, ну, вот, государственно, в цели голова болела в свою страну воспринимал, вот, ну, чтобы она была интересной, красивой. И все вот эти вещи, потому что вот все разрушится, да, вот эти строи, вот откопают вот эти вещи, да, то есть как бы остается только искусство, да, вот я помню вот когда был ковид, и Досом Сатпаев, у них галерея там была, то есть они что-то, все в карантине сидели, ничего не было, да, все. И там что-то они затеяли такое, нужно было приехать там с Равшан, с картинами. И он говорит, ну, видите, говорит, остается только искусство. Ну, то есть, когда все это не работает уже, да. И вот это будет как бы, если появятся такие люди, которые будут абсолютно безусловно, да, вот просто оценивать художников по ихнему, то есть либо интересен, либо, если он интересен, да, вот, его надо сохранить, да, то есть он будет достоянием, да, как бы вот он. Это его актив. Он сейчас здесь денег сидит, но он делает вещи, и это активы, они потом будут работать на это, на самоидентификацию людей, да, вот самоосознание какое-то, вот самооценка, ну вот. Мы же, вот, допустим, греки, римляне, то есть, потому что у них вот они сидят на античности, да, вот на этой, то есть у них вот они говорят, все от нас произошло, хотя на самом деле от нас произошло, то есть от андроновцев пошло туда, вот эти этрусские, вот эти хеты, это все пошло отсюда, как, ну,
Но мы это не транслируем, мы не... Ну, это, ну, как бы это второстепенный вопрос, конечно. Ну, вот у меня как бы произошла своя, вот благодаря вам, у меня произошла своя документация. Я вдруг посмотрел, оказывается, нормально. Мне один художник сказал, говорит, ты кто такой вообще, ты что вообще сделал? Я что-то тогда... Вот так он меня резко спросил, и я даже я что-то не потерялся, да, как-то. А сейчас мне хочется его найти, сказать, вот, смотри, типа. Да, вот это все есть как бы. Да. Марат, да, спасибо вам большое, Да, не за что. Я, по-моему, сам себе рассказал, да, это все это сам. Нет, спасибо вам, что подчеркнули как раз-таки, да, очень такую важную ценность этой работы, потому что на самом деле вот в Казахстане, в целом в Центральной Азии, как будто бы есть такое, как сказать, видение, да, что как будто бы искусство, ну, появляется только сейчас, современное, вот. На самом деле это не так. Оно было, его было очень много, вот. И это все как раз-таки доказательство тому, что, да, в периоды ну, в пути к независимости Казахстана и других центральноазиатских стран искусство уже жило и было разнообразным, прекрасным. Вот. И мы рады, что через этот проект мы можем как-то повлиять или дать более широкому количеству людей знать об этом. Вот. Да, и, наверное, обсудим еще одну работу с вами. Вот. Да, это как раз-таки тоже, мне кажется, очень интересная работа, которую мы нашли уже в ваших личных архивах. Работа «Двое». И я думаю, она особо интересна, потому что, насколько я знаю, вы вдохновились работой вашей супруги Раушана Спандиаровой, художницы, при создании этой версии работы, и потом вместе создали вот финальную версию работы «Двое». Да, поделитесь немного, пожалуйста, вот про процесс создания этой работы. Ну, вот я хочу представить такого художника, или как сейчас сказать, художница. Да, это Раушана Спандиарова. Это очень тоже, можно сказать, ну, к женщине говорить старый. Ну, как давно художник она, да, вот мы знакомы с института. Это были такие три, дружили они подруги. Это Сауле Сулейменова, Алма Миндлибаева и Раушан. Ну, как бы Алма с Раушан учились в одной группе. А Сауле, она была в архитектурном. Но тогда были такие товарищи, как это зеленые треугольники, как-то пост-хиппи, да, такие, ну, вот, интересные ребята такие. Вот. И, ну, мы вместе, как бы не вместе были, мы друг друга видели всегда. То есть, и это ну, не дружили, когда я учился. То есть, вот она городская девушка, я был как-то такой деревенщина, может, как-то. Вот. Ну, всегда видели друг друга, все это как бы, ну, потом, в общем, мы поженились, да, как бы. И она принесла все свои, естественно, создала. То есть я живу среди ее картин. То есть я их вижу всегда, везде. То есть я не был как бы поклонником, ну не особо поклонником был. Но ты как бы вот был такой фильм «Любовь живет 3 года», да, французский, по-моему, там. Там вот эта мысль, что кризис в отношениях, да, что вот люди живут, и обычно 3 года, и потом все. Вся романтика испаряется, все вот это уже вот ты видишь недостатки людей, там, второй половины своей, да, там что-то случается. Там. Но на самом деле вот только лет через 10 ты начинаешь, человек начинает раскрываться. Ну, вот, если ты вот этот период проходишь,
ты им становишься в какой-то степени, то есть, ну, вот взаимное такое проникновение. У нас и кризисы были жесткие, и все такое. Но по творчеству мы никогда не... То есть у нас не было проблем никаких никогда. Вот. И однажды я просто... У нее была такая работа на маленькой фанерке. Там, кстати, я найду, она где-то есть. Там вот это двое. Она как-то так... Я ее не оценил. Она нарисовала, чтобы я оценил, как бы, ну, вот, что мы двое. Это, ну, я как-то это... Ну, и потом я ее увидел, как бы, и ты живешь, и она начинает у тебя в голове что-то... Ты замечаешь, что ты что-то рисуешь, и вот какой экстенсивный такой творческий дуэт, процесс. То есть ты как не интенсивно живешь, да, когда давай, там заказы вот эти все. А как бы, ну, как вот степная цивилизация, она экстенсивная. То есть вот люди жили ровно столько, сколько прокормит этот родник, да, вот. Цивилизация, она экологию не съедала, то есть подстраивались под экологию, да, экстенсивная жизнь такая вот. И здесь тоже вот как бы это как бы со временем произошло, как бы. И я просто подумал, а если нас на объем перевести эту работу, и был так у Оскара Исимбаева и Маданова Галыма была совместная выставка в 96-м году, вот в этом периодике, в этой. Вот. И там, правда, они поругались, что это там он целлофан между ними повесил, что-то, ну, как бы. Но там был такой момент, что он пригласил Алмагуль, да, Алму пригласил разрисовывать его вот эти деревянные вещи, в основном деревянные большие вещи она расписывала. Вот, я подумал, что-то такое получится. Но когда ну, там уже была готовая скульптура, и он дал, что-нибудь разрисуй. А есть была картина, и когда ты из двухмерного переносишь в трехмерного, у тебя совсем другое получается. Он не получается так, чтобы то, что не смотрится. И получается совершенно другая вещь, которая это самое, изначально ты образ только как бы воспринял. И потом просто я это отдал ей, ну, она вообще как бы, ну вот она смотрит и не может понять, что это такое, ну вот как подобраться, да, к этому. И она начинает это осваивать уже форму, которая как бы не ее, но это от нее пошло, как бы, ну вот. Ну, мне показалось это интересно, то есть она вот как бы все как бы сильно меняет мозги, воображение, то есть, ну, хотя это же ее работа. То есть потом она это делает, получается еще что-то другое. Вот. И вот такая маленькая вот эта вещь, она небольшая, вот эта, которая с края экрана, это 60 сантиметров. Но она, как бы, когда это делала, она ориентировалась на скульптуру, она сделала краску как окись бронзовую, да. И вот в Астане в 2017 году, в 2017 году был в пирамиде ну, Казарян пытался делать биеннале. Ну, тогда, в 2017 году все сильно выставляли. Когда Назарбаев уходил, и он как бы к этому, ну, как бы завуалировано все, видимо, к этому приурочивалось. И я оттуда ее отвез, поставил. И там художник, который эту работу ставил, он думал, что она из бронзы сделана. И он ее когда поднял, она у него подлетела. То есть он рассчитывал на килограмм 25 минимум, что будет весить. Ну, представляете, кусок бронзы такой. И он так вот делал, она весит там 300 грамм, допустим. Это, ну, даже меньше, наверное. Ну, вот такие вот вещи. То есть она мимикрировала под бронзу. То есть она пыталась соответствовать как бы скульптуре и так вот делала, что это не роспись, а естественная как бы. Потому что обычно дешевятся скульптуры, когда их красишь.
Вот нам больше нравятся греческие белые скульптуры, да, то есть, но говорят, они крашеные. Ну, я как представлю, что они крашеные, как не очень там. Вот, а это 2016 год, это от этой работы я ее заявил на конкурс фестиваль, вот эту работу, параметры, там, смету дал. Когда стал лепить макет, другое получилось. То есть здесь уже внутренний фонтан циркулируемый, то есть это функциональная вещь, это переносной то есть ему воды наливаешь, и он ее гоняет, эту воду с обоих сторон, там сзади и спереди. Там свет изнутри светится. Вот такая вещь для улицы. Бери и ставь, да, вот, все. Вот. Но там особенность вот нашей страны, что у нас немножко фейковое вот это все. То есть вот, у нас есть вот это вроде искусство, но оно не нужно. Оно нужно, чтобы отчитаться. Ну, вот. Потом это все вывозится и выбрасывается. Есть целое кладбище в Астане, там фестивальное, да, там после всех этих праздников это все выбрасывается. Им даже лень вот это взять и отвезти какой-нибудь детдом, да, вот, условный, да, вот какой-то поставить бесплатно. То, что это нужно возиться с этим, да, то есть, а там деньги, проплата прошла, это, откат прошел, там все получат. А за так делать, как бы это... Там многие художников был конфликт, что художнику как бы обидно, что вот это все выбрасывается, да, как бы. Вот. Ну я не могу себе забрать, думаю, это далеко, да, оттуда вот, со Астаны в Алмату везти. Как бы. То есть у нас еще есть впереди перспектива развиваться, то есть перейти от формальности, от пускания пыли в глаза, да, нам надо стать настоящей страной, да, вот, где все будет настоящее, да, где, если у нас, назовите ханством тогда, да, вот, демократия, а так мы просто, я не знаю, я, может, за рамки выйду, но мы взяли худшее из капитализма и худшее с автократии. У автократии тоже есть хорошие... В социализме есть хорошие моменты, да, вот как помощь людям. Там, вот шведы же взяли вот это хорошие стороны. Мы почему-то взяли такие, это куда нам надо развиваться, да. Пока мы вот это делаем, как бы такие вот многие работы стоят, вот они просто стоят, ждут. Вот Гельман, он говорил, вы просто останьтесь живыми, то есть вот художники, да, не лезьте на рожон, да, вот вас сломают, как бы, не пытайтесь договариваться, да, вот. Пока, работайте, то есть у меня работы просто стоят, как бы, пока макеты, да, я в основном сейчас в цифровое перешел. Вот. Просто, нужно вот такие институции, как у вас, там, вот, они должны, не должны, конечно, по призванию, да, а работать с людьми, да, связующий такой мост, чтобы вот, надо объяснять людям, да, вот, то есть мы же тоже не стали сразу контемпорари художниками. Да, вот даже у нас есть союз художников, они до сих пор не понимают, оказывается, до сих пор есть такие вещи, это искусство, а это не искусство. Я думал, такого уже нет, а есть такое, как бы, что, искусство, оно универсальное, да, вот это. Поскольку я прошел духовную школу, да, то есть я не могу стать просто художником. То есть я по-любому вижу немножко вот с духовной стороны, да, что это один из каналов, да, который выводит тебя. Вот. Она в любом случае искусство, она очень полезная, да, вот даже если тебя не покупают работу, ты открываешь планшет, достаешь стилус, она просто тебе как терапия просто. Ты просто успокаиваешься, ты просто и что-то потом раз,
Ну, как будто ты вот подсоединился к чему-то, ну, вот, как бы, ну, вот. А художник, ну, кроме того, художник может этим делиться, да, ну, и нужно ему помочь, чтобы он вот это, он же для людей делает, по большому счету. Хотя, ну, вот, многие художники интроверты, да, что они ну, нелюдимые, не это. Ну, они вот в таком состоянии находятся, чтобы вышло что-то и пошло к людям, как, ну, в итоге. Ну, как бы надо в целом, как часть общей картины воспринять. Вот такое поведение, оно все равно работает на развитие. Ну, вот такой пространный у меня получился такой монолог. Спасибо большое вам, Марат, да, что поделились мыслями. Да, вы абсолютно правы. Вот такими какими-то небольшими инициативами мы пытаемся как раз-таки показать, поддержать то, что у нас есть. Вот. Да, наверное, мы будем завершать нашу дискуссию, нашу встречу. Ам, Да, если вдруг у кого-то есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, можете задать, будем рады. Да, у нас есть свободный микрофон. Я буду очень рада его передать кому-то. Но пока вы думаете, какой вопрос можно задать, давайте я начну. Марат, вот вы сказали, что вот эта работа, она вдохновлена, получается, живописью Раушан. А расскажите, это единственная ваша... Смадьярова. Да-да-да. А это единственная ваша такая совместная работа или вдохновленная уже произведением Раушан? Или вы еще что-то такое делали? Вот такое большое, единственное. Какое-то. Да. Не, есть как бы в фотоформате, да, там мы как-то его назвали, как бы этот есть фэшн, а этот как бы анти-фэшн, да, то есть она училась на то ли модельера, то ли она была, ну она есть, как, ну, то есть она делала как бы перформанс, ну, который сейчас мы называем, еще в 80-х годах, в конце 80-х, вот у нее был проект «Динамическая трансформация». То есть она использовала свои картины абстрактные, да, и каким-то образом она это совмещала с модельным шоу. То есть вот эти девушки, у них были платья из элементов, то есть это батик или что-то такое, ну, как бы вот этот лук такой, да, вот. То есть она сама вот нашла модельное агентство, то есть она сама нашила там очень несколько таких, и они каким-то образом выходили, ну, вот, это там находила вот фотограф, по-моему, вот этот Михайлов, он известный, по-моему, фотограф, старше меня даже, не знаю, Михайлов, не Стас Михайлов, Андрей или как-то, ну, он известный, хороший художник, вот, с моделей фотографировал, то есть, и где у нас, вот, если где у нас вот дворец главной республики, да, там на большой сцене, там вот это все. Вот она вот такие вещи делала. Вот. Ну, это почему-то вот, ну, как-то незамечено сейчас. Тоже надо ее отковырять, раскрыть. У него есть материал, но она тоже вот живет закрыто. Как-то даже она это не стремится общаться с людьми. Вот. Поэтому их надо. И сейчас мы просто противовес тому проекту, да, где вот все-таки фэшн, да, все-таки это как-то гламурно, все такое. То есть, а тут, это, по-моему, она сама придумала. Она у меня как бы за городом мастерская, там она любит порядок, да, и я не, ну, люблю, но у меня не получается порядок, потому что у меня там собаки и все это вперемешку. И везде валяются какие-то части работ. То есть железяки какие-то. То есть, и она просто брала и вот какие-то маски какие-то.
весь этот хлам она на себя одевала, как бы это, и, ну, и умудрялась сама фотографировать. Потом уже я начал фотографировать. Ну, вот такой есть проект. Но он пока не хочется сырой раньше времени вываливать, да, то есть и вот эти работы, которые у художника, они какие-то обломки, да, они ценны, то есть у них история есть, вот это все. И когда посторонний человек свежим глазом смотрит, он говорит, как хороший, с чем выбросил. А у тебя просто не совпало с чем-то, у тебя не сошлось с чем-то, да, ты не... И вот это все, ну, просто взгляд меняется, да, вот это, ну, вот Казахстан вот, исторически, он как перекресток, и через него все цивилизации проходили. И когда было вот это царские времена, то есть сюда залетали вот эти серебряные полтинники, такие функциональные вещи какие-то, да, там, и вот эти простые люди, да, они воспринимали это по-другому, как будто что-то с космоса упало, как бы, то есть не по функции ценится предмет, а вообще как-то вот, что это в другой эстетике, в другом всем таком. И они из этого делали украшения, вот, нагрудные, там еще что-то, то есть, ну вот, когда меняется видение, да, вот у нас в национальной культуре вот этот элемент есть, то есть мы экономим энергию, мы не вкладываемся в десятилетние, тысячные разработки, да, мы просто вот все, что летает, мы просто берем как бы и трансформируем. То есть не информация, а трансформация. Как бы. Ну, получается, что вот с этой работой вы тоже трансформировали одну идею в другую. И вот, знаете, у меня еще по ней был один вопрос. Вы сказали, что ну, в Астане зачастую после фестивалей работы, так скажем, складируют, да, куда-то убирают. А вот эта работа, она тоже там осталась? Или вы смогли ее вывести себе обратно? Нет, ничего не смог делать. Их куда-то увозят. Я даже не знаю, я знаю, что это место есть. И я даже мечтаю вот с камерой, да, вот это, мне кажется, очень, очень сюрреалистично. Там однажды заказали скульптуру Жанибека и Кирея. Это вот люди, которые основали официально государство, да, вот. И их заказали в Китае. То есть, и там как-то не так это сделали. Ну, не понравилось. То есть, и они ничего лучше не придумали, что отвезли Джанибека и Кирея на свалку. И вот даже какие-то кадры мелькнули там, ну вот где-то они стоят, и там вот всякие из ПВХ валяются вещи, какие-то целлофаны. Там, и вот два великих отца-основателя, да, посреди этого, ну, достаточно такая художественная фото, контемпорарная, да, как бы она вот остро социальная, политическая. Да, точно пост. Нам надо как бы уйти от формализма, быть вот, ну, как бы современный художник, как бы, ну, вот, к этому надо идти нам, вот, быть, как бы, ну, не как бы, да, ну, вот, если делаешь, что не делать вид, что это ценно для вас, да, а не делать, вот, чтобы показать картинку, вот, на Евроньюсе покажут, вот, у нас развивается современное искусство, там, и потом, когда отснято, да, все, потом уже другая реальность. И это из года в год вот так вот этот формализм, да, вот этот какой-то вот. То есть он используется, когда нужно, да, вот там прорекламировать Казахстан нужно, да, вот его ставят. А так, чтобы это ценить, пока нет такого. Ну, мы с вами все-таки ценим. И про вас же да. Да. Кстати, я желаю вам удачи, да, что вот. Спасибо. То есть, ну, это очень важно. То есть, это может быть более важнее всего, наверное, чем это. Ну, а нам важно ваше доверие, потому что без доверия это бы не получилось. Ни оцифровка, ни то, что вы сегодня пришли к нам, поэтому... С Равшан как-то сидели, говорят, мы какие-то изгои, говорит, это, ну, у нас как бы черный юмор, у нас есть как бы план Б всегда. И он говорит, ну вот мы какие-то изгои. Я говорю, не может быть, говорю, вот у нас 3 миллиона людей, и кто-то найдется пару совестливых людей.
которые разбираются и ценят, ну, вещи по существу, не потому что ты лоялен или не лоялен к кому-то или к чему-то. Ну, вот и не знаю, как ну, кто-то услышал. Время пришло, время пришло. Вот. Спасибо, Марат. Возможно, у кого-то созрели вопросы. Я могу передать этот замечательный микрофон для еще одного вопроса. Марат, спасибо вам большое. Было очень интересно вообще слушать ваш нарратив. У меня прямо в голове там развернулось. Вы художник, да, сами? Художница. Ну, можно так сказать, да. У меня прям в голове вот все вот эти персонажи, Алмагуль, вы, вот Канат, значит, Молдокул, все прям так ярко. Спасибо большое. Интересно видеть, как просто СЦСИ всегда кажется таким каким-то чем-то, ну, не знаю, хорошее это слово или нет, но чем-то замершим, чем-то, что перестало развиваться. Вот, а сейчас видеть и слышать такие живые истории. Мне очень понравился анекдот про половинку вашей картины. Вот. Наверное, мой вопрос будет таким. Вы просто несколько раз такую мысль выражаете, что вот есть ну, как бы настоящие художники, да, есть такое, ну вот тогда, наверное, сейчас такой формализм, и есть такое искусство, которое больше внедрено в такую ну, как бы индустриальную среду, ну, как вот креативная индустрия, да, все такое, что-то, что нашло себе такое прямое применение. У вас, ну, первый вопрос, наверное, тогда, вот даже если, ну, когда смотришь вот на художников, которые были, ну, вот как вы сами себя, ну, как обозначили, первая или вторая волна, да, современных художников в Казахстане. Вторая, наверное. Все-таки. Вот. Так, сейчас потеряла мысль. Получается, вы себя обозначили вот второй волной, да, современных художников в Казахстане. Как вот вы генерация, тогда, что ли, да? Да, поколение больше, да, наверное. То есть вы тогда, ну, это была ваша молодость, там были, ну, вот другие художники, там, ну, то есть тогда все подчеркивают всегда, что это было непросто, финансово и во всех планах. Даже вот вы сказали, поделились личной вещью, что у вас, ну, вот была квартира, вы ее приобрели, и у вас не было финансов больше, ну, ни на что. То есть это было сложное положение, и, наверное, вопрос такой, что тогда, ну, вот, мотивировало, да, внутри, ну, то есть внутренний стержень какой-то, который вам говорил о том, что вот в этой среде нужно оставаться, что это что-то, ну, где нужно быть, и что это что-то, что стоит того. И второй вопрос, связанный с тем, вот сейчас уже вы в вашем нынешнем статусе ретроспективно смотрите на то, как это было, да, сколько там, ну, 30-25 лет назад. То есть сейчас как вы к этому относитесь, то есть сейчас как вы на это смотрите, то есть вы, я слышу в рассказах, вы очень живо об этом говорите, то есть вас не смущает то, что вам нужно возвращаться в что-то, что было тогда. Это мне тоже как-то очень импонирует. И, ну, то есть сейчас, как вы к этому относитесь? Сейчас тоже есть настоящие художники, сейчас тоже есть, ну, вот это разделение у вас внутри, или все-таки как-то у вас перспектива поменялась? Вот. А первый какой был? Первый вопрос, ну, то есть вы когда были тогда, да, то есть когда вы только начинали работать, было сложно, финансово и во многих планах, политически тоже. Почему вы оставались? Мы были молодыми людьми тогда просто. Когда я сейчас просто вспоминаю, мы просто были другими людьми. Просто, ну вот, это тебе чуть-чуть там за 30, там, ну, ты еще молодой совсем. Вот, и еще такие времена, когда ты еще влюбляешься, вот, как сумасшедший. То есть, и, ну, по-другому все. Вот, у тебя сильное честолюбие. Вот это. Тебе хочется быть, ну, вот, ну, чтобы тебя заметили. Ну, вот, наверное, вот это эго. Ну, художники все очень это такие, они, ну, вот, честолюбивые, да, ну, вот, всем хочется, чтобы тебя заметили, ну, просто у тебя много энергии,
ты еще вот даже не думаешь, что ты будешь когда-то, что тебе будет 60 когда-то. То есть ты даже об этом, ты думаешь, ты что вообще, ну как, в этом плане ты другой совсем, да, вот, и в принципе вот это само в стране политическое вот это вот. То есть я, когда в школе учился, я был очень, вот уже в старших классах я был антисоветский ребенок. То есть я слушал радио, вот эти ультракороткие волны, я слушал вот вражеские эти радиостанции, да, то есть, ну, я не, ну, мне хотелось, чтобы у нас была своя страна, ну, вот. И я и так вот, ну, в своей голове думал, ну, нет, никак невозможно. Ну, нельзя это изменить. То есть, ну, вот. И тут раз вдруг такие перемены, вдруг стране дается шанс что-то сделать. Ну, вот, развить искусство, да, вот, развить это, никто тебя не будет нигде там ограничивать, ничего. Вот это. И вот тогда был общий подъем такой вот, когда вот люди устали строить социализм, да, ну вот, ну устали просто, да, вот и какой-то вот это, ну от музыки пошло, да, вот ДДТ, вот это, ну с Москвы, да, вот это пошло, вот это, вот эти целая горсть вот этих вспышка, да, этих музыкантов, Цой появился там, ну я как бы был в армии 86-го, когда вот за 2 дня до событий 86-го года, декабрьский, Желтохсан, то есть за 2 дня до этого нас отвезли в Мурманск. То есть и тогда уже перемены пошли. То есть и там я был заведующим завклубом, я был там, ну вот, художником части, да, и там я в библиотеке прочитал книгу Боровика про Америку 60-х годов. Роман «Газета» была такая. Вот, я там идеологически открыл для себя хиппи, да, вот. Сюда я пришел, я в институт, та группа уже ушла, да, то есть где ты начинал учиться там. Я попал в группу, где оказался Ханат Ибрагимов. А он уже был волосатый, да, и то есть у меня была тоже татуировка, да, цветы, как мы так вот друг друга увидели, да, и вот это все прямо, и понеслось все. Ну, когда он был рад, что он нашел такого, там, вот эти, там, как калейдоскоп, да, вот эти события, там, и, ну, вот картины почему-то ценились. То есть ты мог быть неизвестным художником, да, но нарисовать что-то хорошее, и тебя заметят. То есть вот что-то такое было, что картину была как бы вот востребована. То есть тогда вот, ну как, я не знаю, тогда мы были другими, сейчас мы другие, но при этом это же мы все равно, мы же, ну, я же не кто-то, это все равно мы. То есть и эти работы, они, не знаю, что еще сказать, как вот, ну, хотелось что-то такое делать, и какой-то азарт был. Но сейчас есть, все не стоит на месте, все развивается. То есть вот эти, я просто воспринимаю мир, как вот появляются технологии, да, и они автоматически у меня в голове, вот моя голова их думает, как это сделать инструментом искусства. То есть появилась цифра, да, то есть я не стою в сторону, что вот надо на пленку снимать, там, что только пленка это живое, у цифры есть свои преимущества, да, какие-то. То есть здесь раньше монтировать было очень тяжело, это нужно было аналоговые станции монтажные, это очень. Сейчас это запросто. Сейчас, кроме того, сейчас появился искусственный интеллект. То есть и некоторые боятся его, да, говорят, что он убивает живое. Он не убивает, 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 он
механическое. Иногда что-то делаешь или анимируешь, да, и там вот это есть куча вещей, где кнопки нажимаешь, она выскакивает, да, это все. Ну, а интеллект искусственный, он говорит, я сделаю это за тебя, ты вот эту мысль главную. То есть, когда появился как бы кинематограф, боялись, что театр умрет, да, что, ну вот, теперь все будут кино смотреть. Но театр не умер, он нашел своего зрителя, то есть он то есть он очень даже развивается хорошо. Просто, возраст это хорошо тем, что ты немножко умнее становишься просто. Ты как бы тогда было, что вот это мы, а вот это традиционное. Ну вот, как бы вот противовесы, да, вот такие. То есть, а сейчас ты вот, как вот этот стол, вот этот шикарный стол, я считаю, вообще вот здесь вот объединено все, да, вот как человек создал вот это, да, вот это. И здесь все есть, да, как бы вот. Есть элементы там вот как чертежей, палок каких-то, да, то есть это. И это в этой картине мира, если смотреть как бы с тысячелетними такими масштабами, да, то есть, вот это то, что сейчас за 30 лет, это, то есть, вот, у меня как бы духовный опыт такой, да, там периодически тебе говорят, немножко абстрагируйся, да, вот, не погрязай сильно, когда бывает два человека, ослабь хватку, да, вот это, что, потому что тогда ты не видишь остальное, ты только вот в пределах этой проблемы только все. Вот. А сейчас просто вот новые возможности. Вот. Сейчас поговорят. И я думаю, что, знаете, нужно просто формат такой. Вот сейчас немножко не по себе мне, да, вот такой зал гигантский, да, я вот сижу. Это можно даже отдельно снять, человек сидит, да, с микрофоном. И это. Мне кажется, нужен такой формат, вот как квартирники, да, вот, где где-то камера стоит, да, и вот этих стариков собрать с 99-х годов, да, то есть и дать им портвейн, да, или что-то такое, то есть чтобы они могли закурить, высказать друг другу претензии. Вот помнишь, тогда ты мне это... И, вот сами вот эти, как бы вот эта атмосфера, когда ты начинаешь это бередить, да, и там много хорошего появляется. И как бы другое поколение, которое идет, оно может очень многое почерпнуть из этого, что вот было очень много энтузиазма. Тогда в конце 80-х не было понятия грантов, там, нам в голову не приходило, что тебе еще дадут денег за это, да, что ты будешь это делать там. Просто интересно было вот что-то выйти и сделать, как бы, потому что раньше это было нельзя сделать. А тогда появилась возможность, да, вот и все. Сейчас просто как раз вот время документации, как бы перезагрузки. Немножко вот как бы у меня вот после Кришнаитов у меня было увлечение, глубокое Гумилевым, Лев Гумилев. Вот. Его восприятие цивилизации, культур, да, вот этих всех. И у него есть вот это понятие, как бы аберрация, да, вот, размытие. То есть, когда ты в моменте находишься, у тебя размываются многие вещи. И у него было несколько точек зрения, да, вот с точки зрения мыши, собаки, да, и была точка зрения птицы, орла, да, то есть иногда должно пройти время какое-то, да, вот какие-то, и эти события ты уже более цельно воспримешь, да, там есть вот событие только что, допустим, произошло, январские события, да, где стрельба была. Это очень больно, это вот
сейчас начинаешь говорить из эмоций, да, вот через край там, и можно наломать дров, там, обозвать кого-то там. Если в такие моменты ты за или против, ну вот ты враг или кто. А когда пройдет 30 лет, да, люди, ну вот ты уже будешь смотреть вот это, как это выглядело, как это что. Вот, и вот сейчас как раз уже прошло лет 20, 30, да? 30 где-то, почти 30 лет. И те события вот эти художественные мира, да, культурного, то есть уже можно ну, какие-то выводы сделать, что вот что-то повлияло, что-то помогло чему-то там развиваться, а что-то вот незамеченно прошло. Как бы. Вот как раз время для документации, анализа. Вот. И, ну, то есть и какие-то персонажи станут классиками, да? Ну, вот их они прошли отбор такой, да? Вот у нас есть Шарденов, да, вот до этого поколения, который писал этюды Алматы, который нет. То есть его произведение, он шикарный же, вот его вот эти этюды. Он не такой был по рассказам, вот, которые живые сейчас. Говорит, он не ввязывался никогда в какие-то там вот стычки, да, вот группировки. Он там художники что-то собрались, что-то там требовали, а он говорит, пришел с гор. У него вот этюдник с красками, он говорит, ну, там что, да вот против он, ну как Форест Гамп. И он как бы дальше пошел, да. Вот его как бы ценят, считаю, что вот заслуженно. Ну как-то так. Раз. Спасибо большое, Марат. Мы должны потихоньку завершаться. Если у кого-то есть последний вопрос, его можно задать. Кажется, вопросов нет. Марат, спасибо еще раз. Спасибо, кто досидел. Большое спасибо за внимание. Спасибо, что пригласили. Спасибо за доверие, за то, что пришли. И, пожалуйста, переходите по нашему QR на заглушке. Это страница документации на нашем сайте. Мы потихоньку будем ее обновлять, загружать новые материалы. Там же тоже появится коллекция Марата. Мы об этом всем сообщим в Инстаграм. Все, спасибо. Увидимся.